Диляра Вижу, я всё в Салиховна, порядке. Диляра Салиховна, только что уехал автобус, полный директоров школ. Что это был за проект и что это были за гости у вас сегодня? Ну, вы знаете, что мы федеральная площадка, что мы много принимаем у себя, делимся опытом, мы сами очень много учимся. Полгода назад ко мне обратился Екатеринбургский дом учителя Алена Михайловна Крюкова, его руководитель, с тем, чтобы принять в момент остановки теплохода с руководителями школ в городе Казани, совместить приятное с полезным, принять и показать образовательную организацию, сделать программу по школам и детским садам Новосавинского района. Именно поэтому сегодня мы принимали 30 руководителей школ города Екатеринбурга. Мы очень тесно дружим с этим регионом, ездим друг к другу педагогическими командами, передаем опыт, обучаем друг друга. И я считаю, что вот такое профессиональное сообщество, профессиональный обмен мнениями, он очень полезен и как тем, кто передает опыт, и тем, кто его принимает. Для меня это один из элементов повышения квалификации педагогов и руководителей школы и административной команды. Потому что когда ты делишься опытом, ты сам развиваешься, совершенствуешься. Планируется ли ваше участие в последующие годы? Будут ли казанские педагоги участвовать в этом необычном проекте? Ну вот сегодня мы уже договорились о том, что следующая такая поездка, она будет обязательно с руководителями школ города Казани, желающими Новосавинского строительного района пока. Ну и я обязательно буду привлекать к этому команду, потому что такое неформальное общение, оно очень здорово способствует развитию педагогов. И нам есть о чем поговорить. Мы очень много слушаем специалистов, спикеров, приглашенных, но иногда очень важно бывает, даже очень важно бывает поговорить с коллегами в такой неформальной обстановке, обсудить школьные проблемы. И самое главное, какие пути решения мы их находим, потому что очень часто бывают неформальные решения. Скажите, пожалуйста, сегодня было очень много откликов по итогам посещения вашего лицея. Вот что больше всего впечатлило их? Вы знаете, в моей практике двухдневные семинары. Как федеральный тьютор я работаю с руководителями школ регионов. Меня достаточно часто приглашают. Там 2 дня, и ты полностью в процессе тренинга работаешь с аудиторией. А здесь люди к тебе приехали на 1,5 часа, и ты должен показать и рассказать, представить систему, дать какие-то определенные навыки, поделиться опытом. Поэтому мы постарались дать тот изюм профессиональный, который нас в выигрышном свете отличает от других образовательных организаций. И, наверное, в таком приеме очень важна открытость. Здесь мы уже честно говорим и о проблемах, говоря о том, что у нас получается, что не получается, и как мы с этим работаем. Вот эта открытость, это, наверное, самое ценное, что может быть в таком профессиональном общении. Диляра Салиховна, вот последний этап прошел в вашей уже известной во всей России столовой ресторане школы, которая отличает и богатством блюд, и таким неформальным подходом к детям. Да? Дети могут выпить и свежевыжатые соки, и сами выбрать себе любимую пищу на завтрак. Я знаю, что у вас в конце августа ожидается крупное федеральное мероприятие, связанное с безопасностью и с продовольственным обеспечением школ. Расскажите, пожалуйста, об этом мероприятии. Очень горжусь Казанью, потому что принимает очень много красивых, интересных событий федерального и международного уровня. И горжусь тем, что в одном из таких событий в очередной раз нам доверено такое участие. В Казани 24-25 августа пройдет форум сообщества. Нулевой день форума, так называемый, в традициях такого форума, нулевой день форума предложено провести нам на базе нашего ресторана. Тема работа школьное детское питание, потому что мы знаем, что в последнее время особенно уделяется внимание, а в нашем городе уделяется уже давно, развитию и организации школьного питания. В этом плане мне было очень приятно, что организаторы форума со стороны Российской Федерации признают, что Казань в этом плане законодатель моды, в плане качественной организации детского питания, организации родительского контроля. Поэтому в рамках нулевого дня форума мы будем проводить ряд мастер-классов, тема которых это
управление процессом питания. Это в большей степени для руководителей школ. Это организация родительского контроля и как это можно сделать качественно и продуктивно. Это взаимодействие с родительской общественностью. Это и работа с органами контролирующими, которые проверяют школьное питание. Причем форум Ветсообщества, он идет под эгидой Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Республики Татарстан. Соответственно, будет очень много представителей неравнодушной общественности, которые в теме, которых интересует эта проблема, и они ищут пути решения в регионах. Мы 8 лет назад создали первый в Российской Федерации школьный ресторан. Нашей логистикой пользуются, мы щедро тиражируем этот опыт регионы Российской Федерации. Мы даже представляли этот опыт в Брюсселе до пандемии. Ну и достаточно много у нас есть последователей, в частности, это один из последних проектов, это школа Новосибирска, школа 200, которая, побывав у нас, сейчас один в один делает вот такой транслятор нашей модели организации детского питания по системе школьный ресторан, выбора блюд. И всей социализации, которая в этом проекте есть, они делают это еще и у себя, то есть полностью внедряют наш опыт. Поэтому я надеюсь, что в этом плане мы не только законодатели моды, мы и полезные регионам, а самое главное, наши дети получают качественное питание, они достойно себя ощущают, что они могут выбрать. Еще ведь очень важно научить правильно выбирать еду. А родители, активную часть в общественном контроле, имеют возможность сами оценивать ситуацию с качеством питания. Для нас это важно. А кто уже подтвердил из участников свое присутствие? Есть организаторы, которые фиксируют. Не знаю, насколько достаточно много регионов персонально на меня выходили. Здесь ведь будет возможность и личного приезда, участия, и заочная, потому что будет трансляция. Поэтому, кстати, через ваш канал мы тоже можем ссылки сбросить. На меня выходила Адыгея, Санкт-Петербург, Новосибирская область и Подмосковье. Но я знаю, что регионы заявляются достаточно активно. Есть организаторы, которые за этим следят. Вы упомянули про родительский контроль. Я знаю, что наши депутаты любят очень часто посещать школу. Но я думаю, скорее всего, для приезда готовят специальное меню. А вот как у вас этот процесс выстроен? Вы знаете, мы никогда не готовим специальное меню. Более того, мы никогда еду не подаем. Вот даже президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, когда посещал, знакомился с нашей технологией делового завтрака, он сам также с раздачи брал еду, демократично к этому подошел, потому что я считаю, что смысл делать потемкинские деревни. Ты организуешь процесс, это делаешь именно все так, как это делается для детей. Если мы уважаем детей, мы им должны предоставить право выбора, но мы их еще должны научить выбирать. Поэтому те, кто приезжает к нам, они сами также подходят к раздаче, также выбирают еду. Есть определенные блюда, которыми может гордиться наш школьный ресторан. Кстати, вот есть, например, такой десерт Светлана. Его готовит повар, который занимается выпечкой, и она работает со дня основания школы. Кадровость в пищеблоке – это тоже очень важная вещь. Это отдельная тема, о которой мы тоже будем говорить, как мы работаем с мотивацией, обучением кадров работников школьного ресторана. Потому что даже родители общественных контролеров, их тоже надо посвятить в это дело, тоже этому обучить. Это тоже все непросто, но это интересно. Желаем успехов вам, у вас грандиозные планы, и надеемся, что дети с удовольствием прибегут к вам на линейку 1 сентября. Успехов! Спасибо большое. 1 сентября у нас будет традиционно первый завтрак для первоклассников в школьном ресторане. Это целое событие, это целая традиция. Приглашаем вас приходить. Будет интересно и вкусно, и полезно.